Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на уроки по казахскому языку. И сегодня мы продолжаем тему личные окончания жиктык жалгау, но сегодня будем рассматривать личные окончания множественного числа. Теперь давайте поподробнее рассмотрим личные окончания множественного числа. Біз, мы. Здесь прибавляется окончание твердое мыс или мягкое мыс после гласных и сонорных букв. То есть, если слово заканчивается либо на гласную, либо на сонорную, то нужно прибавить эти окончания. Либо твердое мыс, если слово твердое, и если слово мягкое, то прибавляем окончание мыс. Следующее окончание. Біз, біз. Эти окончания прибавляются, если слово заканчивается на букву М, Н и твердое Н, а также звонких согласных, а также букв З и Ж. Следующее окончание. Пыс, пыс. Эти окончания прибавляются после глухих согласных, а также букв Б, В, Г и Д. Следующее лицо синдер. Переводится вы. Здесь прибавляется два окончания. Сындар, твердое, это если слово твердое, то прибавляется сындар. И мягкое окончание синдер, если слово мягкое. То есть здесь всего у вас два варианта. Либо синдар, либо синдер, независимо от конечного звука слова. Следующее лицо сиздер, вы. Здесь также всего лишь два варианта у вас. Либо твердое сиздар, либо мягкое сиздер. В зависимости от того, какое слово. Либо твердое, либо мягкое. Если слово твердое, мы прибавляем сиздар. Если слово мягкое, мы прибавляем сиздер. Здесь мы уже не смотрим на букву, на которой оканчивается слово. И следующее лицо это олар, они. Здесь нет личных окончаний. Здесь прибавляется только окончание множественного числа. Теперь давайте поподробнее рассмотрим все эти лица и окончания на примерах. Біз, мы. Слово дарыгер, врач. Во множественном числе будет дарыгер, мыс. Слово дарыгер оканчивается на сонорную букву Р, значит прибавляем окончание мыс. Прибавляем мягкое окончание, так как слово дарыгер мягкое. Следующий пример. Жулдыз, звезда. Во множественном числе будет жулдыз, быс. Прибавляем окончание быс, так как слово заканчивается на букву З, и окончание твердое, так как само слово тоже твердое. Следующий пример. Дос, друг. Прибавляется окончание пыс, так как слово дос оканчивается на глухую согласную С, значит и нужно прибавить глухое окончание. Слово твердое, значит и окончание прибавляем твердое. Пыс, дос, пыс. Следующий пример. Окуши, ученик. Во множественном числе будет окуши, мыс. Слово заканчивается на гласную И, слово твердое, значит и нужно прибавить твердое окончание. В данном примере окуши, мыс. Следующее лицо синдер. Здесь два варианта. Либо твердое синдар, либо мягкое синдер. Независимо от того, на какую букву оканчивается слово. Нужно лишь смотреть на то, какое само по себе слово. Либо твердое, либо мягкое. В данном примере дарыгер. Слово мягкое, значит прибавляем мягкое окончание. Дарыгер, синдер. Следующий пример. Жулдыз. Слово твердое, значит прибавляем твердое окончание. Жулдыз, синдар. Следующий пример. Дос. Тоже слово твердое, прибавляем твердое окончание. Дос, синдар. И следующий пример. Окуши. Также прибавляем твердое окончание, так как слово твердое. Окуши, синдар. Следующее лицо это сиздер. Также всего два варианта у нас на выбор. Либо твердое сиздар, либо мягкое сиздер. Прибавляем эти окончания в зависимости от того, какое слово. Дарыгер. Слово мягкое, значит прибавляем мягкое окончание. Дарыгер, сиздер. Жулдыз. Твердое слово, прибавляем твердое окончание. Жулдыз, сиздар. Дос тоже твердое. Дос, сиздар. И окуши. Прибавляем сиздар, тоже слово твердое. Окуши, сиздар. Следующее лицо это олар, они. Здесь прибавляется только окончание множественного числа, личных окончаний здесь нет. Красным цветом выделены окончания множественного числа. Олар, дарыгер, лер, жулдыз, дар, достар, окуши, лар. Чтобы запомнить все эти окончания, нужно каждый день тренироваться по несколько раз. То есть выбирать слова разные по твердости и мягкости, и которые заканчиваются на разные буквы, и прибавлять к ним все эти окончания. Прибавлять их нужно до тех пор, пока это не дойдет у вас до автоматизма. Как дойдет до автоматизма, больше вам подсказки не понадобится, и вы будете прибавлять эти окончания без труда. На этом данный урок закончен. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем уроке.